В этом году, 15 февраля, исполняется 28 лет со дня окончания необъявленной войны в Республике Афганистан. В канун памятной даты в Камрадском историко-краеведческом музее была организована выставка, повествующая об истории военных событий и участниках военных действий. Среди выставленных экспонатов можно увидеть осколки с места гибели, душманский нож, костюм воина-вертолетчика. Недавним поступлением стали костюмы маджахедов, привезенные из Афганистана. Поступление есть костюм маджахедов, можно сказать, душманов афганских, именно натуральный костюм, привезенный из Афганистана Петром Герчогло, предоставлен музею. Гостями музея стали учащиеся спортивного лицея. Им предоставилась возможность пообщаться с ветераном войны Петром Мавроди. Трудности и потери не позволяют ветерану забыть о том сложном времени, которое было пережито. Прошло очень много времени, но в памяти осталось практически, наверное, очень многие, наверное, все эпизоды остались, наверное, у всех ветеранов, те, которые мы там. Почему? Потому что это была война, наверное, тяжелым испытанием для нас тогда, совсем молодых мальчишек. Почему? Потому что мы практически после школьной скамьи оказались, наверное, в другой, совсем чужой стране. Мы практически находились на 2500 метров высоте над уровнем моря, и это было тяжело. Не хватало не только воды, не хватало и воздуха. Слушая о героических поступках воинов и о тяжелых испытаниях, через которые им пришлось пройти, молодые люди были впечатлены до глубины души. Разделяя переживания ветерана, они поняли, с кого нужно брать пример и какова цена человеческой жизни. Я узнал то, что когда служили Петр, да, очень тяжело было служить, потому что без писем, без родителей не видели, очень сложно было. Наши соотечественники там защищали очень за нашу родину, своих друзей не бросали в беде. Перестрелка там шла, то, что ранили Мавроди Дмитрий, то, что погиб за своих друзей, меня это очень впечатлило. Я поставил себе цель, то, что если будет война, не дай бог, но я в своей же поступке так попытаюсь поступить за своих друзей. Юноши гордятся подвигами героев и хотели бы познакомиться и с другими свидетелями страшных сражений. Но, к сожалению, мучительные воспоминания не всем позволяют преодолеть эмоции и показать свое лицо. Но винить их за это никто не имеет права. Многие не хотят, вспоминать их можно понять, потому что именно переживания того периода очень повлияли на психику этих людей, и поэтому мы должны их уважать, и их, как говорится, желание должно быть для нас свято. Но основная часть ребят есть у нас. Также продолжаем собирать материалы. После беседы с ветераном ученикам был представлен фильм, повествующий о узниках лагеря Бадабер, основанный на документальных материалах. Предполагается, что один из восставших – уроженец села Чешмекёй.